Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И сегодня наши очередные счастливчики. Несколько историй о пристроенных. Рожают щенков и подкидывают. Или везут в ППЖ умирать. Местное население не заморачивается стерилизацией. Проще выкинуть. И то, какие мучения пройдут эти щенки, прежде чем умереть, мало кого интересует. 4 щенка, спасенные в начале зимы из подъезда Якутска и прожившие в Москве 3 месяца, наконец-то разъехались по домам. Это Тия, Ника, Кира и Мия. Я благодарю передержку Ларису из Подмосковья, которая единственная согласилась передержать такое количество неугомонных, быстро растущих сорванцов в однокомнатной квартире. Я благодарю группу поддержки, кто помогал на корм и все щенячьи обработки. И вот, наконец-то, малыши, которые уже изрядно подросли и возмужали, разъехались по домам. У них все хорошо, они счастливы, и мы вместе с ними. Приятно получать приветы. Одна секунда. 15 секунд мы едим банку. Это ужасно. Это ужасно. Очень тощая. Это с черненькой мордочкой, которая на разном телефоне снимается по-разному. То палевая, то рыжая. Давай, доедай. Вон туда, давай. Давай, облизывай. Ее, наверное, можно и второй банкой покормить, правда? Друзья, в конце ноября я начинала массово вывозить самых несчастных и запуганных, которым было не выжить в страшных вольерах ППЖ. Вид их и поведение удручало мой разум. Среди таких бедолаг была и Малинка, так мы ее назвали. Была она в истощенном состоянии, запугана, с поджатым хвостом, осторожно обходила сородичей, чтобы не попасть им в зубы. В общем, спасли мы тогда ее и вывезли. А дальше все как всегда. Труд невидимого фронта. И только теперь мы можем показать ее уже в новой жизни, уже счастливой, и когда все у нее хорошо. Спасибо всем, кто помогал. Помогал вывозить, помогал передерживать, помогал спасать. Malinka. Feine Maus. Malinka. Hier, Malinka. Feine Maus. Dabei. Malinka, komm. Komm her, komm. Los, lauf. Ja, fein. Komm, los, weiter, komm. И еще судьба кудрявого бяшика необычного окраса из Краснодарского края. Когда-то он приехал ко мне от Жени,
Показала она его потерянно мне среди гаражей и осенней листвы и сказала: вот, в живых остались только двое, остальных его друзей уже нет. Ну и, как вы понимаете, эти слова прямо в сердце. Попросила забрать обоих, но когда приехали забирать, Кудряш был один, вторую не нашли. Так приехал на кураторство этот необыкновенный, добрый малыш ко мне. И тоже 1,5 года жил и ждал свою семью, пока и для него не выпросила место под солнцем, что взяли на индивидуальное пристройство. Теперь малыш в семье. Он обрел эту семью, где есть дети, которых он любит. Он любит всех людей, и ему интересно, ему весело, он в заботе и любви. Будь счастлив, милый Пяшек. Was ist das für ein Hund, ey? Ist doch einfach nicht normal. Hallo. Теперь о пушистой щенульке Минье, о которой рассказывали в недавнем ролике на основном канале. Она не задержалась у нас на передержке и после всех прививок и обработок, наведя марафет, уехала в семью волонтера в Германию. Уж очень девчуля приглянулась семье. Теперь она под опекой 2 домашних собак, чувствует себя уверенно на правах хозяйки, как будто всю жизнь здесь жила. И даже успела попутешествовать на самом большом Баварском озере. Мы видим нашу девочку счастливой. И как же это приятно, что еще одна жизнь спасена. Спасибо семье, что взяли ее 3-й собачулей и подарили столько шикарных эмоций и заботы о ней. Будьте счастливы. Snowy! Komm her! Super! Конец ноября. Попросила вытащить из любого вольера самых истощенных. Вот, вытащили. Овчаристая девчушка Рада. Состояние всех 3 вытащенных удручающее. Ждут, когда погрузят. На короткой цепи временно привязали. Всех 3. Среди них и наша девочка Рада. 2 уже пристроены, в том числе и она. Долго ее лечили, болячки на спине, долго избавлялись от паразитов, но все позади. На удивление, и как всегда, девочка оказалась с очень хорошим, добрым характером. И вот недавно она тоже уехала в семью. Спасибо Наташе, которая взяла ее передержать и вскоре нашла ей дом,
Будь счастлива, девочка Рада. Теперь у нее другое имя, ее зовут Телл. Пусть все будет хорошо. Обмороженных котиков спасали в конце зимы. Один без ушей, Томми, жил в коробке в коридоре общежития и был гонимый всеми. Много настрадался, много он прошел, пережил. Винни без носа, совсем отпавший был нос, и забирала Тамара его из подъезда. Они чудом пережили зиму, чудом остались живыми. Судя по объявлениям и постам, никому были не нужны. Вот тогда их я и забрала. Потом была Москва. По приезду не знала, где передержать, пока восстанавливали их здоровье. Одного согласилась передержать 2 недели Марина, за что ей огромное спасибо. И за лечение спасибо тоже. Второй был в стационаре, потом передержка в области. В общем, все не так просто, но это уже позади. Спасибо семье в Германии, которая откликнулась сразу на 2 бедолаг и ждала их приезда, пока мы долечивали, пока обрабатывали и пока отправим. Зато сейчас оба котика счастливы, у них комфортные условия проживания и забота. Значит, все не зря, все не напрасно. Будьте счастливы. Друзья, как замечательно, что мы с вами и есть у этих беззащитных, которым только мы с вами пришли на помощь и подарили вторую жизнь. Без нас не было бы их, без вашей помощи не было бы этих жизней. Спасибо всем, кто помогает, кто подписан на наши 2 канала, кто остается верен нашим каналам. Спасибо за регулярную помощь, спасибо за ваши добрые сердца. Ну а мы идем дальше.